Игорь Лосик, Игорь Банцер и Дмитрий Фурманов. Вы можете не узнать о том, что я сейчас говорю эти слова, но мы все знаем о вас и вашем безграничном мужестве. Вы сейчас рискуете своими жизнями, выражая свой протест через голодовку. Но мы, белорусы, не готовы вами рисковать. Как человек, мать и жена, я прошу вас остановить голодовку. Вы нужны вашим близким, родителям и детям. Вы нужны Беларуси. Но как политик я делаю все возможное, чтобы освободить вас и сотни белорусов, которые без вины заперты в соседних с вами камерах. На этой неделе я встречалась с делегациями Евросоюза и ООН, чтобы они наложили финансовые и визовые санкции на судей, прокуроров и руководство тюрем, которые не исполняют ваши требования. Они обязаны допустить в тюрьмы представителей дипмиссий и послов. Они запрещают эти визиты, потому что боятся, что все увидят, в каких страшных условиях режим удерживает наших мужей, детей, родителей и друзей. Мы можем только догадываться, в каком аду вы находитесь, раз решились порезать вены и объявить сухую голодовку. Но мы говорим о вас на весь мир. Вместе с иностранными партнерами мы продолжаем добиваться, чтобы спецдокладчика ООН по Беларуси Анаис Марин пустили в Беларусь. Уже на следующей неделе ООН должна запустить механизм привлечения к ответственности тех, кто совершал незаконное задержание и выносил спущенные сверху приговоры. Но я не знаю, есть ли у вас еще неделя. А значит, у нас нет права просто ждать чьих-то действий, ведь это ожидание ведет к страшным жертвам. Говорят, человек живет 3 десятка суток без еды, 3 суток без воды и 3 минуты без воздуха. Но единственное, в чем я уверена, что каким бы ни было ваше решение, вы уже показали, что не готовы жить ни секунды без своих убеждений.